Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире на КПК Лайв программа «Студия Быковского 9». И как поется в песне, праздник нам приходит. Действительно, праздник все ближе и ближе. Желаем всем хорошего и праздничного настроения. Сегодня у нас в гостях студент группы У-31, заместитель председателя комитета по делам молодежи Александр Косолапов. Александр Косолапов родился 26 апреля 2004 года в поселке Кунай, города Костаная. С самого детства проявлял активность в творчестве. В школьные годы принимал участие в различных творческих и научно-исследовательских мероприятиях и конкурсах областного и городского уровней. Выступал в роли ведущего и организатора мероприятий. После окончания школы в 2019 году поступил в Костанайский педагогический колледж на специальность начальное образование. В колледже продолжил деятельность в качестве активиста комитета по делам молодежи. С 2021 года является заместителем председателя комитета по делам молодежи. В свободное время Александр продолжает заниматься творчеством и саморазвитием, поет и играет на 3 музыкальных инструментах, увлекается чтением художественной литературы. Бонжур, Саша. Бонжур, Хаджимукан. Я слышал, ты изучаешь французский. Это очень богатый и лаконичный язык Виктора Гюго, Жан-Поля Сартра и Алена Делона. Французский также интернациональный язык кулинарии, моды, театра, изобразительного искусства, танца и архитектуры. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно французский язык? Ну, как бы правильно сказать? L'orchestre de français de la langue de l'amour. Французский – это язык любви. А вообще, история изучения мной французского языка и его культуры началась с детства. Мой дедушка был путешественником и на различных конференциях Европы. Он принимал участие, в том числе и во Франции, в Париже, и очень часто приносил сувениры, в том числе из парижской культуры различные кружки, аксессуары и прочее, и также фотокарточки. Я очень увлекся просмотром архитектуры и искусства во Франции, моды в том числе, и с тех пор начался мой интерес к культуре Франции. С 2020 года я изучаю французский язык. Очень интересная информация, спасибо тебе большое. 3-й курс ты начал в должности заместителя председателя комитета по делам молодежи. Скажи, как у тебя получается совмещать учебную деятельность и активную студенческую жизнь? Знаешь, я достаточно долго этому учился, потому что процесс действительно очень сложный. В 2019 году, когда я поступил в Костанайский педагогический колледж на специальность начальное образование по квалификации учитель начального образования, для меня на первом месте всегда стояла учеба и получение образования. И я очень сильно вдохновился на таких мероприятиях, как школа первокурсника, конкурс талантов для первого курса «Шабыт», атмосферой праздника, которую создают студенты-активисты нашего колледжа. С тех пор я перенимаю большой опыт выпускников и нынешних студентов колледжа по внеучебной деятельности, по общественно полезной работе. И хочу сказать, что это действительно большая работа, и в которой обязательно нужно жить этим душой. То есть это не просто то, что ты делаешь ради чего-то определенного. Ты должен жить этими мероприятиями, ты должен жить всем процессом работы, и если тебе это действительно нравится, если после каждого, назовем это, рабочего дня ты приходишь домой и ощущаешь приятную усталость и легкость, если на мероприятиях ты просто горишь и взлетаешь от всего того, что происходит, в буквальном смысле, если ты действительно получаешь массу удовольствий, то все будет хорошо и не будет трудностей в учебе и в активности. На 1-м курсе ты участвовал в конкурсе «Один в один 2019» с песней, а сейчас играешь на акустической и электрической гитарах. Это очень интересно, прямо-таки держишь курс на горизонт творчества. Скажи, пожалуйста, ты планируешь профессионально заниматься музыкой? Да, скорее всего, насчет музыки нужно сказать отдельно, потому что музыка в моей жизни занимает очень большое место, действительно. Мое знакомство с музыкой в целом началось с самого детства, когда мои родители, бабушка и дедушка в особенности, включали мне в детстве классическую музыку Моцарта, Бетховена и так далее. То есть говорят же, когда мы изучали на методике музыкального воспитания уже в колледже, что классическая музыка благоприятно влияет на
умственное и интеллектуальное развитие детей. Я думаю, что это действительно хорошая практика для всех. И моя любовь к классической музыке сейчас уже не иссякает, то есть я продолжаю слушать классические произведения, особенно в моменты релаксации или в моменты учебы, то есть это очень благоприятно влияет. Вот. А в том жанре музыки, в котором я работаю, играю на гитарах, и не только, я также практикую игру на ударных барабанах и очень хочу овладеть искусством игры на фортепиано профессионально. Вот. Я считаю, что в принципе музыкальное воспитание играет очень-очень большую роль в развитии человека, в его духовно-нравственном воспитании. И музыка — это действительно какой-то отдельный язык, который, знаешь, объединяет всех людей во всем мире. Его не нужно учить, он всегда будет понятен. Почему? Потому что большинство авторов, исполнителей, композиторов в свои музыкальные произведения включают свою душу, свое переживание, или наоборот делятся какими-то эмоциями, своим настроением, будь то оно немного грустное или наоборот радостное. То есть мы всю эту энергетику получаем, впитываем и вдохновляемся. В дальнейшем мне бы, конечно, хотелось заниматься музыкой, но это, скорее всего, уже после окончания колледжа, потому что сейчас на первом месте всегда получение образования, качественного образования. Спасибо тебе за беседу, было очень интересно и очень познавательно. Скоро мы вновь увидимся. В нашем эфире специальная рубрика «60 секунд», которая начнется сразу после рекламы на КПК Лайв. COVID-19-ға қарсы вакцина салдыру арқылы өзіңді, туыстарыңды және жақындарының денсаулығын сақта. Студия Сия Жамалова, наш гость Александр Косолапов. Рубрика «60 секунд» – это та рубрика, где у гостя нет времени на подготовку. 10 блиц-вопросов могут быть заданы на любую тему. Времени на подготовку нет. За каждый вопрос наш гость получает 5 баллов. Если вы затрудняетесь ответить, ваша задача сказать следующий вопрос. Хорошо. 3, 2, 1, мы начинаем. Кто автор «Свод закона Жеты Жаргат»? Таукехан. Самый близкий город от Костаная. То был. Столица Германии. Берлин. Назовите национальное блюдо украинцев. Борщ. В какой стране находится Стоунхендж? Великобритания. Сколько секунд в минуте? 60. Сколько секунд в 3 минутах? 180. Жиши, пиши с буквой И. Форма футбольного мяча. Шар. Утреннее занятие физической культурой. Зарядка. На этом у меня все. Общее количество ваших баллов 50. Отличный результат. Передаю слово своему коллеге Хаджмукану Саикенову. Сегодня у нас в гостях был заместитель председателя Комитета по делам молодежи Александр Косолапов. За твое стремление к творчеству в новом 2022 году мы желаем тебе исполнения музыкальных грез. За нашу встречу разреши тебе вручить небольшой сувенир. Большое спасибо, Хаджмукан. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте этот выпуск друзьям. До новых встреч!